прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 24 марта. Новая эпоха. Народ бережно хранит историческую память, выбирая мир и созидание. Чеченская республика отметила 22-ю годовщину со дня принятия Конституции. Как изменился регион? Боевая готовность. В ходе учения отработан порядок и организации взаимодействия и оказания содействия. Росгвардия оттачивает военные навыки на крупных учениях. Как справились бойцы? Свет Рамадана. Организация Хайра обеспечивает продуктами праздничный стол для малоимущих, что входит в наборы. Начнем с важного. В парламенте состоялось торжественное собрание, посвященное знаковой дате 22-й годовщине принятию Конституции Чеченской Республики. Вспомнить исторический референдум 2003 года собрались те, кто стоял у истоков, члены инициативной группы и координационного штаба, которые отвечали за подготовку референдума. Тогда, 22 года назад, жители сделали выбор в пользу мира и созидания, заложив основу для восстановления и развития. Репортаж Мадины Нусалчиевой. Торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Чеченской Республики, началось с демонстрации видеоролика, в котором были отмечены значимые моменты в истории принятия Конституции. 23 марта 2003 года стало знаковым днем истории региона. В этот день был сделан решительный шаг к возрождению субъекта, пережившего долгие годы военных конфликтов и разрушений. Люди нуждались в лидере, сильном, волевом и справедливом. Когда на политической арене появился первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, который с самого начала вышеуказанных событий, каждый день находясь на территории субъекта, переживал все вместе с народом. Они воспрянули духом, в их сердцах появилась надежда. Он прекрасно понимал, что больше никому не может доверить судьбу истерзанного войной населения. Ахмад Хаджи взял на себя ответственность и сделал все возможное, чтобы остановить бессмысленное кровопролитие, а точнее покончить с ним раз и навсегда. Ведущий мероприятия, председатель парламента региона Шаид Джамалдаев напомнил о том, что 22 года назад чеченский народ на всенародном голосовании сделал исторический выбор в пользу мира и стабильности. Он подчеркнул важность роли первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова в объединении общества и установлении основы для будущего благополучия Родины. Герой России Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров смог объединить общество и дать ему возможность самостоятельно определить свое будущее. Основной закон республики определил его статус, заложил основу безопасности, благополучия населения и возрождения потенциала региона. Ахмад Хаджи уделил большое внимание этому важному документу и лично работал над его созданием. Все, чего мы сегодня достигли эти годы, было основано на принципах, заложенных нашим первым президентом и нашей Конституцией. После прозвучали гимны Российской Федерации и Чеченской Республики. Приветственное слово от Рамзана Кадырова зачитал председатель правительства субъекта Магомед Даудов. Сегодня мы вспоминаем то тяжелое время, когда уставший чеченский народ поддержал мирный путь первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Безвластие, похищение, убийства, грабежи – это настолько стало обыденным, что другую нормальную жизнь уже невозможно было представить. Именно в это время, как призыв, прозвучали слова дорогого Ахмада Хаджи: «Давайте жить, а не выживать». Сегодня мы живем в свободной республике. Мы строим, развиваемся, планируем будущее наших детей. Все наши достижения сегодня, все наши успехи завтра – это результат одного решения всего народа, сделанного ровно 22 года назад. Конечно, все эти достижения были бы невозможны без поддержки нашего национального лидера, президента Владимира Владимировича Путина, который не только поддержал путь Ахмад Хаджи,
Ну и все эти годы помогал нам достигнуть высоких целей. Предстоит еще многое, но мы на правильном пути. И впереди нас ждут большие успехи и достижения. Далдиа Бертки, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Также он рассказал о том, что до принятия Конституции Чеченская Республика переживала одно из самых тяжелых времен для себя. Народ после долгих лет беззакония и отсутствия безопасности нуждался в порядке и благополучии. Принятое в 2003 году решение стало символом нового начала и надежды. وبيجشنا مثلا خلزة ما يري خلغان يريز شين تمي حلقة بكليني دوك صنع صن كيجي كان دوك قاستن دون يا كونستيتوتس بو كدو يا خيلش هونيسلو يهونيسلور دو كيجي جوالن هتي وتي تغارز تبقي كارن بوش بش بردون دال ديغل ول دال غازوت قبل دول احمد حاس اتخنا عرب فن كونستيتوتسي حق ويقوم باسبورت سخلج حق قومت حاية حلقيات قام دعبال قش ديانا يعني يقبات سأل هينس ويلج عدل غيرتا دويل دلج عدل بلغش بدويل دلج وين خق يبوغ مل دقم خلاص ولا ديانا وقريه ويريسبوبليك دعيولو تشينا مت وات دعيولو تشينا شا علم عدوش دال هو باق دال سلم ولسن دال إلشنو هو باخوش قومن هديك باخ مو بيش خير دقوق ديره الدحر يني والشاق الشاق نيس يا ربع عندوش إن الشاق ناس دقخوال شا شي قوم بوخو ديدو شا شي قوم دقخوال وعلا قوم خزب بسم الله زدون دقخوال وي طان زن دي دق دو وين ازدينا اي كونستيتوسي تياتش ويبر شوي تشقلج شاش ليل ورق ازدونا وجاي تشق دالهم دو يخوش يقاش تشتشل دي عديونا كوشلو رأيون اتساور بولنا واشنا دقدو شلو اتشكولا يرقوي ويبرش دون اتير قاج حائط رأيون اتسنتري دعصا بعضوش والله اترأيون احسن ووق رأيون شكا دريقا سون ازبراتنا كمباني تيوق ناخ يقاجنش دعوش بولو ناخ اتسان دقيرش دياتش كوشلو رأيون ورودي او قاجتس يورتنا كوشلو نا يوقع لهم قوي كيلومتر رستا يعني شيت دالج بيسن شيت دالج باي سقي شرقت ازبراتن كميسي ديون سويت ديو شخان يرز ديون شوز قوز ديون اس شكول دي تيوريو نيقع دي تيوريو خلدر يهودر ديش دق هنز قومو خارجن بيتش يقام نيس نوق الدلج صار كونستيتوتي تسياتش صار باتش ديون بارلمنت ويبرش ديون يريو التلاتش ورودي ديون شينتا مو تشخشين داغين دول قومن يديك بو خلج يديك دوق الخيت ويش ورق نوختي وبو بوسو بو كيتي وتي ديون نو وين ازدين وقيتك ايش دوتي ون الجا اي كونستيتوسي خلج يتقلع شوي وين وين مهكن حلوال وين مهك دا خارج بارلمنت خلق ديونا دايق شوي ديون اشو خارج شيء جولجيهم دعدي دوقوش ديون خلديت اندرز تغلي سوري مني خينه داخش وين تلفزيون حوس واخوش دا انا دو اوكرانيا اور دول اسدي دول سير عيد وين يوروبي دا امسار требовать яшек трон киех диестон безопасность тяхош киех диестон и гарантии есть он ол вой конституции из-за вой кома киех дуйз вой безопасность из конституции да аша مسارات ديونا استيع ديشة مسارات خير يديون نص استيع شيء يشريز دال ديغ الوالد على غاز وقبل دال أعمد حج شا علم دوش دالا يلشنو هبوش وخوش خلري تر وي قومن وي خير ملزلين وي داخرنا وين بغدتنا جين دوقس أعمل دقي السوق برلمان تعول شان حيجا حيجتنا أعمل قيتشن على دوقسنا ديون ديشنا أحبت لو شيت بين ديون دينو بوغش دعول هقول هم تحاستا تيايو ألش ديون تحاستا تيايوش بوسولبش داخن وي نوختي قومن وي نوختي قوم سيني عشبول قيج قان سير بقونش مسو أغور ديونا يشال لريش إذا وي نوختي قوم داخر تغنلير إدو إخير دول داخرنا إز وز مرش إرسي خليت وين
أعمل حش دال دي الويل دال غازو قبل الويل شا دعوة غلي شا إني ساتر ورش شاعت ويقوم من حلقة بالتأيات كونستيتوسي وين نوحشي قوم جين دو إدالة وين بيرد كي دويلة دالة اتستيح بوخش كي بر مصو ديون إيوز انتيح اسمون ديح ديك لرديش ويد عدغش وي إرسي داخل كلر ديونا سوتيح سحاشيك ويات حبق ويوقي حبراوي ليوقي ديونا وين نوحشي قوم داخل ايكونوميك ديون ستسألني سفير مصنغشتك بيري زودري مصو أغور ديونا حياتو سفيرة هر إيش دديش دوشن هر إيش ديس نيسر دوشن الله وين بيلقل داخل واحد ندو دال ملاحة يقوتش ديش وي مهدين دالقوا أول درس خلي رمزان حاجين خز هيتسلس وي ما خلر ديوان واندا أعمد عجي دال غاز وتقبل دويلشن إني دقيق ستيح ده بيسي دوش قعيق شون أج وي مستري غوش بوش بول نوخشيت يا غوش بوش بول بيوش نوخشي مات بوش غوش بوش دعبان حبان بوشن ديوان دعوا خزادوش ناقوس ده هرم صدق ناقوس لو هرم ديك نيق ناقوس لو بوش وموت تاموت تيج ديونا دك شوا دالر دويل وإيش دوك ولوش ميكر دويوش شيء ديش نعمدي ترى بوصل الدنيا يقشوا تنتلس ديون شيء وجي سبتش دوش ديون ناخبو وي برت بوش وي مكدين تعاقد خذا دال الوال أعمد حاجس وي حقودين وي قوموا تياتيولا شتريشي شو على كونستيتوتي وي دعوة الخي كده سوداء دعوة كلا تعشي كويات وي إرسي دال مولا ديغر دو ديون. Затем выступил член инициативной группы по подготовке и проведению референдума Чеченской Республики в 2003 году Хасани Таймасханов. Он рассказал о важности каждого шага на пути к принятию основного закона региона, что в последующем стало отправной точкой для масштабных преобразований. Путин кодировал планер разработка из-за 2001 года. Это угрожало وشغل خانيول ديرة وبرلمان ياتر وسع كونستيتوسي ياتر سع закон شداتر وقبول بيش سنديرة общественных началах Конституционный совет قوالي يزويال هون دالشة خلق لا مخربو خلق يمو يتردو خلق هلاتيال. О хронике становления Конституции как в Чеченской Республике, так и в мире в целом рассказал президент Академии наук субъекта Джамбулат Умаров. Он подчеркнул, что это настоящая история борьбы за права и свободу человека, поиск баланса между властью и подотчетностью, отражение ценностей общества на протяжении веков. Правители разных эпох пытались делегировать эту Конституцию от народа к власти, стремясь к революциям, или же к подавлению таких революций, стремясь эту Конституцию нести от власти к народу, подписывая разные общественные договоры. С чеченским народом этого не вышло. И выйти не могло, потому что чеченский народ – это другой организм. Это совершенно иной организм, это иная структура, это иной менталитет, это иное восприятие мира, это другая картина его. В своем выступлении муфтий Чеченской Республики Сала Хаджи Межиев отметил, что дело Ахмата Хаджи Кадырова успешно продолжает его сын. Ахмат Хадж Далгазу قبول دولشنا شيسي شيدير شيديزو شيداخني تاهما اغنيق دي اخوات سداشه الله ديل دي عنيق بناتسو سون كانت ويباتش رمضان حج ديل رسخيل دال دخوا ويل تا شيكويوش اجير چو دولشتول سنا ال دولشتول ديكم دال گرگاه خلقان گرگاه شيدين ديكان تولش شيدينا ديكان تولش سول يوخش اغو تعايات شيدين ديكان تولش اخ مخ ديك دا ولشا اوستايبانا تاغانا دال وينا دين دوخ صوت دو دال دخوا ويل ويسالوش دال. Результат референдума 2003 года мы видим сегодня своими глазами. Регион в числе лидеров по многим показателям, например, таким как качество жизни и безопасность. Все это можно назвать огромным достижением, на пути к которому отдавали жизни великие сыны чеченского народа. أحمد عجب عندوش دلاد قبل دول ويخلق المحكمة خل دول بيركت ديك بولخ ويملدوخ بيتن دول دوش وين خوش جوش دو طبعا مثلا دنيا نشوع جوش دو دندلا طبعا لردنس وي مخ دا رمضان حاجة إشت وي مخ وي شادرجي وي دي الدوس إذا وي قوم خارجن بو وي قوم باسبورت دو إذا وي تعلونا وي تقوش دو شورنا بيوقش هما
ко бакванс правовой ава эрдухвай далвай тяхи берткевел таган вай нохчу чуах хулш был химаш уж таган на уровне президента России, правительства, парламента, Совета Федерации, массу метя уж отмечать дешбу вай таган передовой массу ауар таган долч холя таган дуден чаболч исмеха баквок уж тагана йогут ака таган Ахмад Хаджи нирт я дагу дадёш дуй издел ихетамбу из вай ома тагана ирсе дедук таганлерде. Конституция – это не просто юридический документ, а настоящая философия, которая формирует общество и вдохновляет на перемены. День Конституции Чеченской Республики является моментом для размышления о пройденном пути и о том, что предстоит впереди. Это праздник единства, силы духа и стремления к светлому будущему. Мадина Нуцалчиева, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Конституция – символ единства чеченского народа и его стремления к стабильному и благополучному будущему. Принятие основного закона стало историческим событием, заложившим прочный фундамент для мирного развития и формирования гражданского общества. А в годы лихолетия первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, взял на себя огромную ответственность за судьбу народа. Мы с мнением народа не можем не считаться. И я думаю, что мы проведем референдум, и мы проведем выборы, и мы наведем порядок здесь. 11 декабря 2002 год. Гудермес. По инициативе первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова, собрался первый съезд народов Чеченской Республики. Поворотный момент в летописи важнейших событий современности. Его участники, 600 делегатов, единогласно голосуют за то, чтобы остаться в составе России. Здесь же назначается дата проведения референдума – 23 марта 2003 года. Жители возлагают большие надежды на создание правовой основы в виде Конституции. Впервые в истории нам уже такое право, возможность представлена. Значит, народ должен определить, что он хочет. Референдум пройдет нормально, и люди выскажут свое мнение. Я надеюсь на хорошее. Может, какие-нибудь законы будут, может, какой-нибудь порядок будет. А то не знаешь, в какую сторону наклониться. Пойдете голосовать? Конечно. Вся республика в руинах. Инфраструктура городов и сел разрушена. Уставшие от войны люди доверились лидеру. На референдуме жители продемонстрировали единство. За принятие Конституции проголосовало 96% населения. После создали Конституционную комиссию, которая на заседаниях рассмотрела 12 вариантов основного закона и пришла к единому проекту, предложенному Ахмадом Хаджи Кадыровым. Документ прошел всестороннюю правовую экспертизу и был представлен общественности. В статье 35 основного закона закреплено, что общепризнанные традиции и обычаи народов Чеченской Республики – это уважение к старшему, женщине, людям различных религиозных убеждений, гостеприимство, милосердие, священный охраняется Конституцией и законами. Эти нормы, безусловно, выделяют ее среди основных законов других субъектов Российской Федерации и показывают, насколько они важны для всех нас. Принятие основного закона открыло возможность для формирования законодательной власти. 27 ноября 2005 года избрали депутатов. Именно Рамзан Кадыров инициировал выборы в парламент первого созыва. Демократическое обсуждение судьбоносных вопросов, которые обеспечивает Конституция, служит консолидации общества. Шайх Джамалдаев, свидетель тех событий. Архиважный был период, когда республику нужно было вывести из кризиса, из политического, военного, из кризиса диктатуры, из кризиса братоубийственной войны. Вот на фоне всего этого вся важность в том, что этот референдум заложил основу становления народа как со своей конституцией, со своим легитимным органом власти и со своим соблюдением всех народных, национальных традиций, обычаев и религий. Чеченский народ на протяжении веков часто оказывался в центре кровавых конфликтов. Идея положить конец бедам путем принятия основного закона была главной целью первого президента. Чечня должна была по Конституции войти в состав Российской Федерации как
отдельный субъект Российской Федерации. Вот этот вопрос был самым главным. Дальше в Конституции был такой важный пункт, что Чечня, то есть Чеченская Республика, это государственное образование. И в Чеченской Республике два главных языка, основных языка, это русский язык, государственный язык, и чеченский язык, как государственный язык. Такого не было, в принципе, никогда. Сегодня, спустя 22 года, холодная зима в сердцах людей сменила теплая солнечная весна. Отчаяние, уныние, разруха остались позади. Народ живет в мире и согласии. Конституция Чеченской Республики, она должна была обязательно принять ее. Иначе мы не были бы чеченцами. Конституция нам нужна была для того, чтобы закон соблюдать. Потому что были разные течения. Регион активно развивается во всех сферах: строительство, промышленность, образование, культура, сельское хозяйство. Возводятся новые объекты, заводы и фабрики. Особенно выделяется новый 5-й район Грозного. Смотря на счастливые лица жителей, на прекрасные мечети, бульвары, скверы и торговые центры, люди понимают, как важен и верен был путь, предложенный Ахматом Хаджи Кадыровым. Сегодня его дело с успехом продолжает нынешняя глава республики. Все это материальное обрамление конституционного процесса, и народ бережно хранит историческую память, выбирая мир и созидание. Рамзан Абуев, Магомед Бараханов, Шамсудин Джабраилов. Вести, Чеченская Республика. Рамзан Кадыров поздравил ЧГТРК Грозный с 22-й годовщиной со дня основания. Первый эфир телеканала состоялся 23 марта 2003 года, в день всенародного референдума. На протяжении 2 десятилетий Грозный выполняет важную миссию, предоставляя правдивую и объективную информацию о событиях. Благодаря современным технологиям и высокому профессионализму сотрудников, передачи телеканала смотрят не только в республике, но и за ее пределами. Популярность ЧГТРК среди зрителей свидетельствует о высоком уровне работы команды, отметил глава. Коллектив телеканала «Войнах» присоединяется к поздравлениям коллег и желает успеха в работе. Продолжаем. Бойцы батальона Ваха спецназа «Ахмат» продолжают освобождать позиции от противника в Харьковском направлении. Об этом сообщил глава Чеченской Республики в своем телеграм-канале. В ходе воздушной разведки были обнаружены опорные пункты и место скопления врага. Для выполнения задачи координаты и цели направили артиллерии 245-го мотострелкового полка. Также была использована тяжелая огнеметная система «Санцепек». В результате противник лишился своих позиций. Прыжки, синхронное плавание и даже катание тренера на спине. Каждый трюк дельфинов вызывал восторг у маленьких зрителей. А в Грозненском дельфинарии состоялось яркое шоу для воспитанников Республиканского детского реабилитационного центра. Организовала праздник руководителя проекта «Women in Islam» Хутмат Кадырова. О радости детей Валентина Гусевская. В Грозненском дельфинарии прошел особенный день, посвященный детям с ограниченными возможностями здоровья. Праздничное мероприятие, организованное руководителем проекта Women in Islam Хутмат Кадыровой, собрало более 200 ребят из Республиканского детского реабилитационного центра, превратив обычный день в настоящий праздник. Сегодня у нас проходит очередное мероприятие по поручению Хутмат Рамзановны Кадыровой. Хотим выразить ей огромную благодарность от лица всех сотрудников, от лица всех родителей, потому что мы работаем с особыми детьми, и для них очень важно бывает для их реабилитации и посещения таких мероприятий. У нас получают реабилитацию дети с различными неврологическими заболеваниями, постинсультные, посттравматические дети, также дети с генетическими заболеваниями, которые требуют длительной реабилитации. В развлекательном центре детям показали представление с участием сказочных героев – Зайца, Короля, Бабы-Яги и многих других. Родители также стали свидетелями яркого события. Мы очень искренне благодарны за такие положительные эмоции, за все, что делает нам Хутмат Кадырова, Ларис Хейлсон, Опериса Мордахан, Деорис Хейлшон Массарна. Однако на этом праздник не завершился. Дети могли сделать себе аквагрим, потанцевать лезгинку или развлечься в других игровых зонах. Попрыгать на батуте, вскарабкаться по канату. Следующий этап в программе – посмотреть на представление дельфинов. Здесь все такое новое, интересное. Этот праздник, несомненно, останется в памяти детей надолго.
Водное шоу сопровождалось продолжением представления аниматоров. А самые главные артисты «Три дельфина» показывали детям удивительные трюки. Не обошлось и без брызг. По завершению праздника детям раздали подарки в виде игрушек, кукол и гоночных автомобилей. Стоит отметить, руководитель проекта Women in Islam Хутмат Кадырова регулярно организует подобные мероприятия для особенных детей. Такой подход демонстрирует важность заботы и внимания к самым уязвимым членам общества. Валентина Гусевская, Шамсуди Джабраилов, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. В соборной мечети города Минска Республики Беларусь прошел конкурс часов благородного Корана памяти первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие состоялось по поручению муфтия Салаха Хаджи Межиева. Участие в нем приняли более 50 человек разных возрастов и национальностей из Беларуси, а также Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других государств. Члены жюри отметили высокий уровень знаний конкурсантов. Победители и призеры получили ценные призы, дипломы и памятные подарки. В этом году у нас конкурс получился очень большой, так как география нашего конкурса расширилась. То есть в нашем конкурсе принимают участие представители всех мусульманских общин, всех регионов Республики Беларусь. В этом году в качестве почетных гостей на нашем конкурсе принимают участие послы мусульманских стран, аккредитованные Республики Беларусь. Членами жюри являются посол Палестины и посол Узбекистана. На фоне динамично меняющейся тактической обстановки росгвардейцы отработали различные сценарии, в том числе по выполнению действий в условиях, близких к боевым в рамках командно-штабных учений Северо-Кавказского округа Росгвардии. Цель заключалась в оценке готовности сил и средств воинских частей соединений для выполнения поставленных задач. О том, как справились бойцы, Турпал Али Тайсумов. Согласно легенде, бандформированием совершена попытка нападения на местное КПП. Солдаты действовали уверенно, выявляя и ликвидируя вооруженного врага. Командно-штабные учения Северо-Кавказского округа Росгвардии с участием различных подразделений состоялись на полигоне Шелковского района. В течение нескольких дней оценивалась работа офицеров, органов управления бригады и воинских частей. Всего было отработано более 50 сценариев, которые были максимально приближены к реальным, что усложняло их исполнение, но повышало мастерство бойцов. В любом месте боевых действий всегда есть опасность ловушек. Это могут быть замаскированные мины и растяжки. Подобная ситуация была отработана инженерной разведкой с участием кинологов со служебными собаками. Если есть там что-то, взрывчатое вещество, собака там садится там. Если нет, то она обратно приходит. Если взрывчатое вещество есть, обнаружили, все, уже отцепляем, выставляем охранение вокруг этого помещения, чтобы колонна не задержалась, колонна дальше должна передвигаться. И при этом дальше уже сотрудники действуют по дальнейшим указаниям. Цель учений – это отработка навыков с имитацией всевозможных ситуаций, которые могут возникнуть при выполнении настоящих войсковых задач. К примеру, те, что выполняются в ходе проведения специальной военной операции против киевского режима на Украине. Особое внимание уделялось совершенствованию практических навыков должностных лиц при работе с федеральными органами исполнительной власти. В ходе учения отработан порядок и организация взаимодействия и оказание содействия Временной оперативной группе органов и подразделений внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации, региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы безопасности, пограничного управления, Министерства чрезвычайной ситуации по Чеченской Республике. Цели, поставленные руководством учения, достигнуты, задачи выполнены в полном объеме с высоким качеством. Личный состав получил опыт практической работы в организации взаимодействия и оказании содействия федеральным органам. При ведении условных боев приходится вызывать подкрепление с использованием тяжелого вооружения для облегчения продвижения военнослужащих войск Национальной гвардии. Когда требуется артиллерийская поддержка, в дело вступают гаубицы и минометы. Они поражают позиции противника и осуществляют огневую поддержку подразделений. Первое! Орудие! Быстро! Второе! Орудие! Быстро! Наводка восстановлена!
Турпал Лолита Исумов и Шамсуди Джабраилов. Вести. Чеченская Республика. Президент ученического самоуправления Ашура Кадырова организовала ифтар для учащихся и сотрудников Грозненского центра образования имени Ахмата Хаджи Кадырова. Под ее руководством дети не только принимали участие в приготовлении пищи, но и самостоятельно подготовили площадку для трапезы. Лимда Джамалдинова с подробностями. В Центре образования с обеда царила особая атмосфера. Внуки первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова вместе со сверстниками с горящими глазами спешили к своим задачам. На одной стороне девочки чистили овощи и зелень, на другой мальчики резали мясо, рубили дрова и разжигали огонь. Под руководством своих наставников они начали готовить кулинарные шедевры. Каждый вложил частичку своего сердца в это. В процессе готовки звучали разговоры, смех и оживленные обсуждения, которые создавали атмосферу настоящего праздника. Здесь медленно варится мясо для ароматного нохчичорпа, а рядом готовится плов. Рис для него тщательно промыт и очищен. Ашура Кадырова, организатор данного события, лично принимала участие в готовке. Она поблагодарила всех, кто помогал, и подчеркнула, как важно поддерживать традиции, укреплять связи и делиться радостью с окружающими. Когда наступило время ифтара, все собрались за столом полным угощений. Присутствующие дружно расселись и принялись за разговение. Ребята выразили большую благодарность за организацию такого мероприятия. Ифтар стал не только временем для принятия пищи, но и возможностью для общения, укрепления связи между учениками и педагогами. Эта инициатива оставила в сердцах всех участников незабываемые воспоминания о совместной работе, радости общения и истинной гармонии, которая наполнила этот вечер. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Социальная организация «Хайра» проводит благотворительную акцию в преддверии праздника Идаль-Фитр. Продуктовые наборы в первую очередь распределяют нуждающимся семьям, чтобы поддержать их в этот важный период. Слова признательности за поддержку звучали от каждого получателя. О значимости садаки в месяц Рамадан Турпал Лолита Исумов. Праздник Ид-Аль-Фитр все ближе и ближе. По инициативе социальной организации «Хайра» для тех семей, которые больше всего нуждаются в поддержке, была проведена благотворительная акция. Она включала раздачу продуктов питания, чтобы люди с трудной жизненной ситуацией могли накрыть стол в ожидании гостей, специально в день окончания священного месяца Рамадан. Более 100 наборов передаются нуждающимся только здесь. Это мешки с бакалеей, а также соки, различные десерты и другие виды продуктов. Приближающийся праздник будет украшен для них самым приятным образом. А еще бутылки с подсолнечным маслом, молоко, томатная паста и сладости дополняют продовольственные наборы. Акция приурочена в честь памяти Буайсера Сайтиева, легендарного чеченского борца, трехкратного олимпийского чемпиона. В разные моменты он сам делал пожертвования в данную организацию, чтобы протянуть руку помощи к как можно большему количеству человек. В рамках акции в честь нашего брата, который нам помогал с 2016 года, Буайсера Сайтиева. На данный момент мы помогаем остро нуждающимся семьям западной части Чечни. Это Урус-Мартановский район, Очхай-Мартановский район, Суджинский район. Это совместно с руководством республики, а также с нашими партнерами из разных некоммерческих организаций и УФСИН и так далее. В целом, сегодня мы раздаем продукты питания для 109 остро нуждающихся семьям. Списки семей были определены заранее. В них значились те люди, которым в силу разных обстоятельств нужна была помощь. Большинство имеют
имеет проблему со здоровьем. Средства уходят на лечение и уход, а праздника хочется всем. Поэтому соцорганизация позаботилась о тех, кто ждал помощи, и нашел ее в такой важный момент. Акция охватит не только Урус-Мартановский муниципалитет. В следующие дни она состоится в Грозном, а затем и в Гудермесе. Сотрудники и волонтеры доставят продукты малоимущим в огромном количестве, чтобы месяц Рамадан стал для них еще счастливее. Турпал, Алита Исумов, Сайтимин Мусаев и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Длинные рабочие дни и непредсказуемый график. Таковы будни журналиста. В этот благословенный месяц поста, молитв и духовного обновления мы продолжаем трудиться для вас, зрители, чтобы вы могли быть в курсе важных событий. Тем не менее, в нашей работе происходят определенные изменения. Например, основными темами материалов в Рамадан становятся благотворительные акции, раздача продуктов и добрые дела. Таковых в сегодняшней верстке программы 4. О коллективных ифтарах и атмосфере единения. Репортаж Медины Мударовой. Работа на телевидении не так проста, как кажется на первый взгляд. Ненормированный график, огромная ответственность перед зрителями, а порой и отсутствие выходных. А в месяц Рамадан нагрузка на журналистов увеличивается в разы. Добавляются выезды, материалы, погода не всегда подстраивается под нас, да и поесть вовремя порой не получается. Однако, несмотря на все сложности, плюсов в нашей работе все же больше. Как же съемочная группа умудряется соблюдать пост, оставаться в тонусе и выдавать качественный материал? Во время съемок максимально используется время до захода солнца. Работа кипит, ведь нужно успеть снять все до ифтара. Иногда приходится работать в сложных условиях. Жара, холод, дождь. Но, несмотря на это, журналисты стараются сохранять бодрость духа. Бывает порой, что работа добавляется, но проще, когда не думаешь о приеме пищи, воды, сосредоточен исключительно на работе и стараешься отработать как можно быстрее, качественнее и со спокойной душой отправиться домой, чтобы уже дома вместе с близкими, с семьей совершить ифтар. Бывает и так, что выезды оказываются незапланированными, да еще и вечерними, когда ифтар уже вот-вот наступит. Повезет, если в этот момент мы не окажемся где-то в горах. Группа попросту не успевает вернуться. В таких случаях действуют по ситуации, закупаются финиками, водой и отпускают пост прямо в дороге. А тем временем работа на телеканалах только набирает обороты. Праздничные выпуски, специальные репортажи требуют тщательной подготовки и оперативного освещения. Отработать выезд, написать текст, смонтировать это все. Задач много, времени мало. Но вся проделанная работа стоит этого бесценного момента разговения с коллегами, которые уже давно стали семьей. Здесь, в столовой, после долгого дня сотрудники могут собраться вместе, обсудить все, что произошло за день. Нельзя не упомянуть и поддержку от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, которого он оказывает работникам. С начала месяца за счет благотворительной организации в столовых телецентров проводятся бесплатные ифтары. В меню исключительно полезные и сытные блюда, а главное – вкусные, ведь их готовят с особой заботой. В столовой очень приятно, очень красиво, вкусно кормят. Особенно хочу поблагодарить наше руководство, также региональный общественный фонд. Благодаря им нам легко дается разговение. Так съемочная группа работает каждый день. Это испытание на прочность, которое укрепляет их веру, закаляет характер, учит ценить простые радости жизни. Ну и, конечно же, делает их еще более профессиональными и преданными своему делу. Ведь они знают, что их работа важна и нужна людям. Медина Мударова, Хусейн Бурдаханов, Шамсуди Джабраилов и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. По поручению Рамзана Кадырова продолжаются субботники во всех районах республики. Эти мероприятия направлены на улучшение санитарного состояния населенных пунктов и формирование культуры и чистоты среди населения. Участие принимают как представители власти, так и местные жители, которые активно занимаются уборкой территории, высадкой деревьев и благоустройством общественных пространств. Результаты этих усилий уже заметны, улицы становятся чище.
В Грозном состоялось открытие муниципального этапа республиканского конкурса «Лучшие учителя чеченского языка». За право представить столицу на региональном уровне будут бороться 13 педагогов родного языка и литературы городской системы образования. Соревнования включают 4 тура, методическая мастерская, урок, классный час, мастер-класс. Оценивать выступления будут компетентное жюри. Это руководители и специалисты департамента образования. В критерии оценки входит уровень педагогической подготовки, а также коммуникативная и языковая культура участников. Лирме белгна ости хомсар хайши османде шхой тагана ой twel нохшмет хайхрху ал османа муниципальный мур набула шошхя дой ценнет толша догух балба арул шолгор twel хайхрху сунгерга وين مثلا دوشدو وي حلقة بتشخص رسين توربل خوشو عبد الحميد أحمد عاش ال دشنش حيخر خوشو قول قامل تسوى نقول وين حيخر خوشو نجوز الله ويتقيش دول جوار قيت وريح قي وريح عام وريح دوز خيلر إذا دقم دو شو مثلا ديلريس خود داخل خ ويهق منسبة غالر ديشن سيستم يعدبول بولش بول معها جيجر دا وش وينا وستخيل دقيقتنا بالخشباش وينوخش بتحيخر خوي ومخداس أحمد عاج نرمزنا لقر تيغنا تدم بغيتنا وقمتت حيوكش قدو بياش بالبو خور حيخر وشون وين ما أرشي حيج مش خل أخشي كوارم تلخل شيء جوز الخل إذا جايته أو شيء مثل يتقوله وين قوسمه. И напоследок, в республиканском образовательном комплексе «Квант» подвели итоги первого регионального этапа конкурса «Молодой педагог». Из 36 участников во второй тур прошли 16 учителей, которые продемонстрировали высокий профессионализм и креативность в своих подходах к обучению. В следующем испытании финалисты в течение 3 дней будут выполнять задания, такие как профессиональный разговор, мастер-класс, педагогическая лаборатория. По итогам будет выбран победитель, который представит Чеченскую Республику на всероссийском уровне. Этот конкурс для нас является очень важным. Там участвуют самые перспективные, самые молодые, креативные наши педагоги, учителя, которым мы всегда рады, которых мы всегда приветствуем и для которых мы стараемся всегда быть полезными во всем. Те, кто пришли на конкурс, перебороли свои страхи, прошли через себя, они уже являются победителями. Вы увидели себя со стороны, вы увидели своих коллег, как они выступают, как они демонстрируют те или иные результаты своей работы. Ну и, конечно же, это будет способствовать целому повышению вашего уровня самообразования. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.